Всем привет! Меня зовут Кристиан Куприянов. Давайте разберем типичные ошибки. Типичные ошибки при сдаче экзамена. Вот я проанализировал методичку по итогам 2019 года. И какие же чаще всего делают ребята ошибки? Во-первых, это у нас задание 10. Это анализ экономической информации, представленный в виде рисунка, графика спроса и предложения. И его как раз-таки успешно с ним справились менее 50 выпускников. То есть каждый второй ошибается в этом задании. Хотя за это задание ребята получают всего 1 балл, и оно не относится к числу сложных. Но очень часто ребята путают спрос, предложение, неценовые факторы спроса, неценовые факторы предложения. И вот эту вот тему как раз таки я бы посоветовал вам более как раз таки углубленно изучить, чтобы не допустить ошибок в будущем. Вторая, это у нас частая очень ошибка, это задание 25, вторая часть, с раскрытием смысла высказывания. Потому что много ребят не смогли дать определение понятию, а следовательно, если они не дали определение понятию, то они теряют автоматически все баллы по этому заданию. То есть вот с понятийным аппаратом тоже необходимо работать, потому что общесознание — это, можно сказать, почти как английский язык. Чтобы понять то или иное слово, нужно дать определенную трактовку, определение, и необходимо их выучить. Да? Но прежде всего, конечно, использовать какие-то ключевые слова. Также третье — это наиболее частотная ошибка, это задание 23 и 26 во второй части. Очень часто вызывает затруднения. Именно это у нас 23 задание, раскрытие, иллюстрация примеров общественной жизни, да, вот из новостей или откуда-то надо привести те или иные примеры, допустим, функций государства или чего-то еще. Также задание у нас 26 также вызывает определенные затруднения, которые тоже у нас просят примеры с иллюстрациями. В задании 28 были проблемы с составлением плана. Да? Большинство ребят, некоторые из них забывают как раз-таки именно ключевые пункты в той или иной теме. Например, забывают признаки государства, функции государства или по каким-то вот другим темам, допустим, по той же теме, как банковская система Российской Федерации. Вот это тоже очень важно. Какие функции выполняют, например, коммерческие банки, например, какие функции выполняют центральные банки. Вот это тоже очень важно. Так, в задании 29 это у нас как раз-таки задание эссе. И очень тоже много ребят не смогли, к сожалению, справиться с этим заданием, потому что у нас они не могут привести вот свое мнение к определенной, допустим, проблеме, идее автора. И над этим тоже необходимо поработать. Также в задании 5, вот здесь вот вы можете посмотреть, какие темы наиболее часто вот вызвали затруднения. Да, это, например, в заданиях базового уровня это по теме налоги, понятие и виды юридической ответственности. В задании повышенного уровня это у нас постоянные переменные затраты, финансовые институты, банковская система, избирательная система, да, могут быть. Задание высокого уровня — это истины, ее критерии, политическая система общества, юридические лица, конституционный строй. И на эти темы, конечно, стоит обратить внимание для того, чтобы успешно сдать экзамен. Повторите, в основном это темы по экономике, по праву, да, и по философии, вот, допустим, истина вызывает затруднения. Так, шестое, да, это экзамен 2019 года, он показал определенные проблемы в овладевании знаниями правового блока. Например, ребята путали цели деятельности прокуратуры и полиции, и даже были случаи того, что относили правоохранительные органы к законодательным органам. Тоже очень это вызывает определенные затруднения. Поэтому нужно помнить, да, о теории разделения властей, да, что у нас делится на исполнительную, законодательную и судебную ветвь власти, и какие функции они исполняют. Вот это вот тоже очень важно. Так, и также по праву очень много пробелов есть, что, возможно, говорит об определенной такой вот нехватке часов по этому предмету, и не во всех школах он изучается в виде отдельной дисциплины. И поэтому это приводит к определенным пробелам, скорее всего. Мы завершаем. Всем спасибо за внимание. Было очень интересно поработать с вами.